Здравствуйте, ребята! Сейчас у нас урок чтения. 5 класс. Тема урока Баба-Яга. Русская народная сказка. Цель урока. Сегодня вы узнаете, из каких частей состоит сказка. Будете развивать речь, мышление и пополните словарный запас. А воспитаете вы в себе интерес к народным сказкам. Ребята, что такое сказка? Сказка – это произведение о вымышленных лицах, событиях с участием волшебных фантастических сил. Часто выдумка, неправда, ложь. Сказки бывают волшебные, о животных и бытовые. Вы это уже знаете. Первые сказки были посвящены явлениям природы, и их главными персонажами были солнце, ветер и месяц. Сказка – это вымышленная история со счастливым концом и обязательной победой добра над злом. Сказки бывают народные и авторские. Народные их сочинил народ, а авторские их писал автор. Например, автором многих сказок является Александр Сергеевич Пушкин. Ребята, а теперь очень внимательно послушайте, из каких частей состоит сказка. Первая – присказка. Это шутливое вступление или концовка сказки в виде прибаутки или поговорки. Например, «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Зачин – это начало сказки. Например, «Давным-давно», «Жили-были». Концовка – это последние слова сказки, рассказ о том, чем закончилась история, ее мораль. Например, «И жили они долго и счастливо». А давайте-ка познакомимся с главным персонажем нашей сказки, с Бабой-Ягой. Баба-Яга – это слепая горбатая колдунья с длинным носом и растрепанными волосами. Она питается человечной, да и зовется Костяная нога. Яга – популярный персонаж русских народных сказок. В православном сознании воплощение сатанических сил зла, выражение ненависти ко всему русскому. Баба-Яга живет в лесу, в избушке на курьих ножках. Сейчас будем знакомиться с новыми словами. Эти слова вы должны записать в своей тетради. Мачеха, гуэне, садись ткать, тоқылғанға отыр. Ветчина, сүрсүтілген чочконың еті, ступка, соку, гребешок, тарақ. А теперь, ребята, внимательно посмотрите сказку Баба-Яга. Жили-были муж, жена и их дочка. Заболела жена и умерла, а мужик женился на другой. Не взлюбила мачеха девочку, била ее, ругала и хотела погубить. Вот уехал отец, а она говорит девочке: «Пойди к моей сестре, попроси у нее иголку да нитку, тебе рубашку сшить». А тетка это была Баба-Яга, Костяная нога. Пошла девочка, но прежде зашла к своей родной тетке. Послала меня мачеха к своей сестре попросить иголку и нитку. «Хорошо, что ты прежде ко мне зашла, — говорит тетка. Вот тебе ленточка, масло, хлебец да мясо кусок. Пригодятся они тебе». Поблагодарила девочка свою тетку и ушла. Пришла девочка в лес. Стоит в лесу избушка на курьих ножках, а в избушке сидит Баба-Яга, холст ткет. «Здравствуй, тетушка». «Здравствуй, племянница, — говорит Баба-Яга. — Что тебе надобно?» «Меня мачеха послала за иголочкой и ниточкой». «Хорошо, дам тебе их, а ты садись, поработай». Девочка села у окна ткать, а Баба-Яга вышла и говорит своей работнице: «Я сейчас спать лягу, а ты истопи баню и вымой племянницу. Проснусь, съем ее». Девочка услыхала эти слова. Как ушла Баба-Яга, она попросила работницу: «Ты дрова в печи водой заливай, а воду решетом носи». И подарила ей свой платочек.
Работница баню топит, а Баба-Яга проснулась и спрашивает: «Ткешь ли ты, племяннушка?» «Тку, тетушка». Баба-Яга опять спать легла, а девочка дала коту мясца и спрашивает: «Котик, научи, как убежать отсюда». Кот говорит: «Вон на столе лежит полотенце да гребешок. Возьми их и беги поскорей. Будет Баба-Яга за тобой гнаться, ты приложи ухо к земле. Как услышишь, что она близко, брось гребешок, вырастет лес. Пока она будет сквозь лес продираться, ты убежишь, а опять услышишь погоню, брось полотенце, разольется река». Поблагодарила она кота, взяла полотенце и гребешок и побежала. Бросились на нее собаки, хотели ее порвать, она им хлеба дала. Ворота хотели захлопнуться, а девочка подлила им под пяточки маслица. Березка захотела ей глаза выстегать, девочка ее ленточкой перевязала. Так все ее и пропустили. Побежала девочка домой. Тем временем кот сел у окна и принялся ткать. Проснулась Баба-Яга и спрашивает: «Ткешь ли, племяннушка?» А кот ей в ответ: «Тку, тетка». Бросилась Баба-Яга в избушку и видит, девочки нет, а кот ткет. Принялась Баба-Яга бить да ругать кота: «Зачем выпустил девчонку?» А кот ей в ответ: «Я тебе столько лет служу, ты косточки не бросила, а она мне мясца дала». Выбежала Баба-Яга из избушки, накинулась на собак, на ворота и на березку. «Почему девчонку выпустили?» А они говорят: «Мы тебе столько лет служим, и ты нам ненужных вещей жалеешь, а девочка все, что было у нее, нам отдала». Стала Баба-Яга ругать работницу: «Что же ты меня не разбудила?» Работница говорит: «Я тебе столько лет служу, слова доброго от тебя не слыхала, а она платочек мне подарила, ласково со мной разговаривала». Села Баба-Яга в ступу и помчалась в погоню. А девочка остановилась, приложила ухо к земле и слышит: земля трясется, Баба-Яга гонится и уже близко. Достала девочка гребень и бросила через правое плечо. Вырос тут лес дремучий. Примчалась Баба-Яга, стала ломать лес, а девочка дальше побежала. Опять приложила девочка ухо к земле и слышит: Баба-Яга гонится. Тогда она полотенце бросила, разлилась река, широкая и глубокая. Подскочила Баба-Яга к реке, не может перебраться на другой берег, легла и стала воду пить, пила, пока не лопнула. А девочка тем временем до дома добежала, рассказала все отцу. Как узнал об этом отец, рассердился на жену и выгнал ее вон. И стали жить вдвоем с дочкой. Тут и сказки конец. Конец. Надеюсь, сказка вам понравилась. Возьмите задание к сказке. Первое. Должны составить план пересказа. Второе. Нарисуйте то место в сказке, где вам понравилось. И присылайте по WhatsApp. Ребята, спасибо вам за внимание. До свидания. До новых встреч.